Друзья, всем доброго утра. Вот и наступил новый день, суббота, 21 марта. И мы сегодня выезжаем на рыбалку поздно. Встали нормально, рано, в 7 часов утра. Начали готовить завтрак, растопили печь. И посмотрел на термометр. 2,7 это плюса. Самое холодное было 1,6. В общем, плюсовая температура. И я понял, что рыбу надо спасать. В общем, начали заниматься чисткой рыбы. Рома готовил завтрак, я почистил рыбу. Помыли, подсолили. Ведра чуть-чуть не хватило. Ну, правда, вон кишков. Пойдем посмотрим, что у нас стало. Вот. Одних кишков вот стало где-то, наверное, килограмм. Больше даже, наверное, килограмма полтора. Весь хариус икрист, не с кишками был, жирный, а с икрой было только 3 хариуса. Вон, засолил икры, вот столько икры стало, посолил. Вот столечко у нас стало в ведре, ну, почти полное ведро. Вот столечко стало у нас хариусов. Это чищенного. Не чищенное было бы больше ведра, по-любому, я говорю. Так что это уже неплохо, тем более за день. Но потеряли время. Ну, рыбу надо было спасать. В идеале было бы, конечно, почистить вечером, но раскидали рыбу, думали, будет заморозок, подмерзнет. Ну, лень матушка. Зато сегодня потеряли время. Но ничего страшного. Нашу рыбу никто не поймает. Что наши, то наши. Многое брать не стали, потому что день короткий, выезжаем поздно. Поехали на речку, и сегодня у нас будут новые места. Минуя завал в нижнем течении. Погнали. Ну, тепло делает свое дело. Буранка полностью перестала держать. Утоптанная буранка проваливается. Как будем выезжать, я не знаю. Если не будет заморозка, мы будем валиться до земли. Сейчас попробуем, Ромка, на кофр как-то облокотиться. Попробую прокатить его, если получится. Прогреется немного. Если помните, сколько снега было 4 дня назад и сколько его осталось, практически весь снег сошел с крыш. Снег, ну, где-то на метр, наверное, точно стало, около метра, стал ниже, село столько снега. Ну, естественно, река тоже становится с каждым днем все хуже и хуже. Сама структура льда становится рыхлой, как снег, нет плотности. Он вроде даже и будет там сантиметров 30, допустим, но он не будет держать. Ну что, попробуем, что у нас получится, как получится выехать. Наверное, прогрелся. С Богом. Заваливается. Смотри. Твою мать. Одно бревно и то влетели, блин. Вперед не пойдет, назад надо будет, наверное. Придется объехать. Стоять, 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 стоять. Попробуй просто облокотиться. Или так даже. Ну, давай попробуем.
Что, скарабкался на кофр? Сидит Гитлер на березке, а березка гнется. Посмотри, товарищ Сталин, как он навернется. Как полет? Зато не проваливаешься, да? А главное, чтобы здесь не провалиться. Тут такой бурелом. Ну как-то вот так лучше? И дорога целая хоть стала. Снег-то лишний бери. Че груз таскать? Ну что, попробуем. Главное, тут еще не провалиться. Ромка вчера вот тут, на этом дереве, сейчас мы это увидим, провалился одной ногой. Полностью, считай, там нету льда. Повернулся и провалился другой. Две дыры. Самое главное, чтобы ураган не уперся в это бревно и не утонул туда. Если он провалится и упадет под бревно, это будет... На этом рыбалка у нас сегодня закончится. Веревку взял? Что я приготовил? Вы ее выкладывали? Нет, я веревку положил. А, в ящик я ложил, да. Ящик взяли. Вот он. Выложи оттуда все лишнее, давай. В общем, взял с собой веревку на всякий случай. Случаи бывают разные. Кан тоже здесь оставить для воды. Но будем надеяться, что не понадобится. Но всегда должна быть под рукой длинная веревка, чтобы в случае чего вытащить урагана. Все, погнали. Ну, с Богом. Здесь Ромка вчера провалился вот одной ногой и там второй. Потому что возле бревен льда нету, вон, видите, да, вон. Пока проехали. Это уже хорошо. Погнали. Здесь больше пробовать не будем. Здесь рыбы нет. Только 2,5 часа вчера времени потеряли, блин. Куча лунок. Пробурил через каждые 5 метров, ни одной поклевки. Раньше была рыба. Вот куда она девается? Хрен его знает, блин. Или куда-то уходит, или то, что завалы слева-справа. Она здесь, на этом месте, нет ее. Но в прошлые года мы здесь ловили рыбу всегда, блин. А сейчас нету ни одной поклевки. Вон, пожалуйста, промоина. Будем штурмовать талый, глубокий лесной снег. Вчера я вечером здесь топтанул. Вот если бы не было этого завала, была бы красота. Но завал он есть. Так. Один подъем поднялись, так, дерево. Опа, опа, опа. Держится Ромка. Мы не ищем легких путей. Шаг влево, шаг вправо. Провалимся до земли. Снег вообще не держит. Что, пластик задевает, да? Вон, пластик задевает. Я хотел вчера открутить его, забыл, блин, открутить его надо. Гусянкой задевает пластик. Я
Сначала, когда первый раз услышал этот шум, сердце кровью облилось. Думаю, все, хана. Сломали что-то опять. Ух ты. Перескочим, не перескочим. Перескочили. Если не перескочим, надо будет пилить. Все-таки не зря я вчера топтанул. Если бы не топтанул, мы бы, ну не знаю, как здесь. Вот здесь свежая буранка, только вчера разик проехал туда-обратно. Вчера я проваливался здесь. В двух местах вот здесь даже пришлось зад сдавать. Подкрылок загнулся, задевает гусянку. Надо вообще убрать его. Толку от него нету, блин. Это сейчас кажется, дорога пробита, что легко и просто. А так, на дурнину выехать не получится. Надо смотреть, где, между какими деревьями ехать. Тут вот тоже очень опасная езда по завалам. Снизу тут бурелом, бревна. Если ураган зароется между бревнами, то будет очень проблематично его вытащить. Вот здесь вчера я тоже буксанул немного. Ох ты! Нормально. Как полет, нормально? Здесь оставим на потом, да? Сначала даль поедем. Все растаяло, уже вода. И самое плохое, здесь нет старой буранки, которая хотя бы немного, но промерзшая. Просто свежий след. Вот я на лыжах здесь вчера прошел немного, недалеко. Вот она, моя пешня. И кругом вода. Но пока видно, что серый лед, он не провалится. Главное, чтобы не попасть в полынью, вот такую, где черная. Пока есть лосиные следы, видать, я знаю, что где лось прошел, там не провалимся. Пешню забираем. Где лось прошел, ты там не провалишься. Здесь когда-то бобра съели волки. Все, едем дальше. Тут тоже рыба ловится, но оставим на потом. Попробуем, докуда мы пробьемся, пробиться сначала. Вон, по лосиным следам. Сколько пробьемся, пробьемся, а потом пойдем в обратную сторону. Все, погнали. Едем по целику, считай. Никто в этом году здесь даже не ездил, не ходил. Никто здесь не рыбачил. Места, получается, вообще не обловленные. Что-нибудь, я думаю, мы все равно должны поймать. Так, здесь что такое? Так, деревья попадали, но это вроде бы не критично. Все, погнали. Господи, благословен. Так, ну вот здесь уже может быть опасно. Здесь уже может быть опасно. Здесь, думаю, лучше проверить. Здесь, думаю, лучше проверить вот этот участок. Вот тут ты точно провалишься. Тут точно провалишься. Вот здесь темнота, там темнота. Вот тут вот перекаты. И думаю, давай лыжи одену. Пока бури, здесь рыба тоже бывает. Где-то начни отсюда и в ту сторону буранись. Я сейчас проверю на лыжах. Пластики достанем. Не-не-не, эти пластики. Эти тяжелые. По прямой в пластиках.
прямо отсюда начни. Здесь может быть мелко, там нормально. За елкой можно даже слева от буранки туда бурить, вот за елкой. Тут мы бывало рыбу тоже ловили. Пока я дорогу исследую, тут перекат этот пройду. Лучше проверить. Лучше провалиться на лыжах, чем на урагане. А еще лучше вообще не проваливаться. Если бы зимой здесь рыбачили, ездили, дорога бы промерзала и было бы нормально. Или вот сейчас бы мороз ударил, снега нет уже. Нормально. Пока еще едем. Видите, снег здесь растаял. И несмотря на то, что нормально, едем. Едем. Можешь не буриться, Ром? Не можешь не буриться, потом проверим. Поехали. Пока еще едем. Вот если бы сейчас ударил мороз, градусов 15 хотя бы, было бы все шикарно. Мы бы еще неделю здесь рыбачили спокойно. Но мороза нет. А мороза нет? Нет, нет. А мороза нет. Вот тут вот тоже опасное место. Прошлый год тут лед очень плохой. Вот, справа, слева. Но лось вроде ходил, попробуем. А тут вот лось-то и не ходил уже. Где нет лосиных следов, страшновато что-то ехать даже. Вон поваленное дерево. Так, попробуем объехать. Тут вообще снег еще. Так нежелательно ездить, не проверяя. Можно запросто провалиться. Едем на свой страх и риск. Тоже дерево под деревом, скорее всего, может быть промыто. Пока едем. Фу! Кажись, приехали. А вот, кажись, и приехали. Не доехали мы до запланированного места, Ром, короче. Перекат. И так как он не езжен, он по-любому провалится, наверное. Слева, справа открыто, по центру открыто. Тут небольшой участочек есть. Но я сомневаюсь, что он будет держать. Дальше-то вроде нормально. Вот этот перекат как-то надо проехать. Почти доехали, но не доехали. Давай лыжи. Попробую, рискну. Пока можешь буриться, закинуть. Тут точно долго сейчас буду. Фу. Так, скину куртку. На всякий случай. Случаи бывают разные. Черные, серые, красные. Но то, что мы проехали, в принципе, на день рыбалки-то точно хватит. Если постараться, то и на 2. Как бы места-то нормальные. Что ты? Был бы минус, была бы корочка, я бы просто здесь пролетел и все. Опа. Уже не держит.
уже проваливается. Мозги подсказывают, не лезь туда. Зря ты туда лезешь. А руки, ноги идут. Небольшая корочка. И по самые помидоры воды. Вон открыто, аж течение видно. Чуть-чуть не доехали. И объехать никак. Вот зимой бы рыбачили здесь. Быранка бы была. Она бы замерзла. И было бы все хорошо. Вон, как мы видим, открыто. А тут толстый снег. Слева открыто, вижу, вода течет. Справа открыто, по центру открыто. Я так думаю, не надо испытывать судьбу. Возвращаемся. Просто не хочется. Просто не хочется. Очень опасно. Оно того не стоит, Ромка. Да? Ну не доехали мы до того места. Пусть плодятся. На следующий год по зиме попробуем тропинку протоптать. Вот если бы здесь ездили зимой, буранка была бы замерзшая, она бы держала. Но так как никто не ездили, там просто каша. Даже тут вот под ним каша, да, будешь? Угу. Лед-то не... Структура льда-то уже как каша. Все. Пробуем здесь и идем обратно. Путь держим. Рыбачить будем обратно. По обратной дороге. Решил рискнуть. С собой у меня длинная веревка. Сейчас обвяжусь его. Ромка, надеюсь, сможешь меня вытащить. Да, я развяжу. Вот такая вот веревка крепкая. Так. Так. За шею завязать. Чтобы не мучился. Вот так вот потихоньку держи. Чтобы все не распуталось. Потихоньку так вот распутывай на. Потихоньку, понял? Угу. Сейчас за пояс же вяжу. Нет, лучше петлю сделаю. Петлю сразу на шею. Вот так вот петлю. Так вот. И так. Так, я так думаю, за пояс лучше, да? Или за плечо? Так вот. Нет. Лучше вот так вот. Все, так, наверное, точно уже. Давай потихоньку распутывай. Посмотрим. Сильно клешней бить не буду. Если корочка есть. Ага, корочка есть. Корочка уже протыкает. Так. Вот, самое опасное вот здесь начинается. Вон, видишь, слева у нас вода, справа уже вода. Главное сейчас, чтобы пластом все не рухнуло. Из-под низу вот вода течет. Так. Пока идем. Что там?
Держишь? Немножко. Немножко пока льда есть. Еще чуть-чуть. Еще немного. Еще чуть-чуть. Мать. Ну, вроде прошли. Вроде прошли. Если я на лыжах прошел, значит на урагане доедем. Риск — благородное дело. Кто не рискует, тот не пьет пенный напиток с икрой. Да, Рома? Сегодня будем пенный напиток с икрой пить. Последняя бутылочка. Потом у нас будет сухой закон. По пути еще очередное препятствие. Вот такое поваленное дерево. И справа вон бурлит река. Все открытое, видите, да? Просто она бурлит там. Открытая. Я еще сначала думал, здесь обеду. В принципе, мы уже проехали достаточно расстояние, чтобы можно было там рыбачить. Но почему-то едем дальше. Лоси, в принципе, прошли. Если лоси прошли, в принципе, мы тоже должны пройти. Сейчас спилю эти деревья и проедем. Лоси здесь проходили, вон, пофиг им эти сучки. Почесались и все. Я спиливаю сучки эти и попробуем еще, сколько пробьемся, я не знаю. Ой-ой-ой! Это что было? Ну вот, вон, видите, да, все открыто, там бурлит. А тут сделали проход. Надеюсь, проедем дальше. Целый день у нас в дороге получился, но что делать? Без труда, как говорится, сами все понимаете. Обычно едем от избы, начинаем ловиться, идем подальше и потом возвращаемся. А тут мы решили сразу выехать на дальнюю точку и потом уже потихоньку возвращаться к избе. Не знаю, что из этого получится, но попробуем. Удивительно, за всю зиму ни одной лунки нету. Народ вообще не рыбачил. Я просто поражаюсь. Наверное, собираются, может, уже приехали. Сегодня выходные, да? Сейчас кому-то дорогу сделаем. Спасибо, может, скажет. Так, где выхлопуха у нас? Ладно. Попробуем еще с полкилометра и начнем рыбачить. С Богом.
Ну и хватит, наверное. Не доехали немножко до запланированного. Ну и бог с ним. Друзья, хорошие новости. Остановились здесь на новом месте. До запланированного немного не доехал. Думаю, хватит на сегодня нам порыбачить. Пробурили вон 20 лунок. Я посчитал сейчас на обратном пути. Разделся. Камера на кофре. До конца добурился и удочкой пошел здесь. После... Тут ямка заканчивается, мель. Пошла ямка, ямка, ямка. Потом плес. И на мелкое место вышли. И на последней лунке поклевка, вторая, третья, 3 хариуса. И Ромка 4-го вытащил. В общем, рыба ловится, рыба клюет, это хорошо. Камера была здесь на кофре. Побежал за камерой, чтобы не только мне самому посмотреть, но и, друзья, вам показать это прекрасное действие. Все, погнали. Здесь главное развернуться без проблем. Остальное без проблем. Потому что корыто цеплять лень. Попробуем. Нормально. Погнали. Погнали заре навстречу. Тут быстренько прошлись. Может быть и есть рыба, но если что, потом еще пройдемся. Но пока вон Ромка уже тут надергал кучку. Кто молодец? Рома молодец. У Ромы уходил было 1, уже 4. Вот у меня 3. Крупного так и не поймал, что ушел? Говорит, было очень сильный удар. Чуть, говорит, удочку чуть с рук не утащил. Но, говорит, сошел. Здесь глубина небольшая. Получается, перед заходом в ямку и на мели рыба держится. Мне кажется, она уже и интуитивно держится на мели, чтобы рыба, выдра не могла ее достать. Выдры на реке тоже хватает. И частенько попадаются харюза со следами зубов выдренных. Ну, вот что такое у меня харюза? Не глист? Где? Нет, это присасывается. Это когда харюз стоит, не гуляет, к нему как и к щуке вот эти присасываются, присоски. Пиявка, да, типа. Они присасываются к рыбе. Это не гельминт, ты не бойся. Это значит, харюз стоит, не гуляет. Блин. Вытащил одного за одним 3 штуки. Рыба, в принципе, клевала, но побежал к вам за камерой. Ничего страшного. Я так думаю, сейчас мы это дело оббурим, и рыба еще подойдет. Просто так, в поисках вот у меня побольше расстояние от лунки к лунке. А сейчас, так как здесь рыба есть, мы... Ой, я же хотел перевязаться. Сейчас перевяжусь быстренько. Перевязал мормышку, потому что мало того, что был один узел, где был отводной поводок, так вчера еще и... О, молодец, Ромка. 5-го. Так вчера еще и 2-й узел образовался. И нет, и как он уже скрученная леска была. Как волос на интересном месте. Оп, есть. Есть, вот. Новая луночка, Ромка просверлил. Есть рыба в этой луже. Энцикадан. И Ромка сказал, что здесь есть крупный экземпляр, который ударил. Ты просто, может, не ожидал, да плохо держал в руках? Да нет, я только закидывал. Ага. Не зря мы сюда ехали, не зря рисковали. Рыбу мы сегодня нашли. Не знаю, как много. Вот
Пока 3 луночки рабочие нашли. Вот Ромка там зверствует. Повернулся спиной, чтобы никто не видел. Янцикадан молча. Он такой, он даже 20 штук поймает, он будет молчать. В тихую. Я-то его сразу говорю: Ромка, клюет, иди сюда. Он не. Он натаскает 10-20 штук. 30, 40, 50. А потом перестанет ловиться. Бать, иди сюда, посмотри, что-то у меня клевать перестал. Что, еще вытащил? Да. Смотри, спиной, специально, чтобы никто не видел. Сейчас еще знаете, что скажет? Бать, догоняй! Я больше так не говорю. Ладно, здесь походу один и был. Ну-ка, бахни. О, нормально, глубина еще нормальная. Рыба тут есть. Рыбу надо искать. Судя по пиявкам, не сильно-то она и ходит, если пиявки к ней. Может быть, сейчас уже свежая вода пошла. Она шевельнулась, но неделю назад, наверное, она еще спала в коматозе, если на них пиявки. Летом же нет на них таких пиявок. Летом на них могут быть только клопы. А вот на щуках... Оп. Васек. На щуках пиявки бывают чаще, потому что щука ведет более такой неподвижный образ жизни. Вот так вот кидаешь, и потом узлы получаются. Иди, гуляй, Вася. Чем ниже идешь по течению по реке, тем меньше мелочи, тем крупнее хариус. Я это уже заметил. В верховьях одна мелочь, считай, а в низовьях более крупный хариус и более крупные экземпляры. Чем выше, там рыба мельче, но ее больше. Ну, не нравится мне эту мелочь таскать. Бывают, конечно, нормальные экземпляры, но, как правило, основная масса — это вот такая мелочевка. Вот мы сейчас и чухнули от избы километров, наверное, 8-то точно, наверное, вниз проехали. Если не больше. Может, и все 10. Ну, сейчас еще одну проверим. Опа. Еще одну проверим. И, пожалуй, Ромка там зверствует. О, опять тащит. О, щук. Молодца. Отрывается на всю катушку. Так, надо, походу, поближе к той лунке буриться. Там, походу, он стоит. Пойдем туда. О, Янцикадан. Три-4 метра от лунки. К лунке, ох ты, блин, с рта вытащил. Рома засмотрелся. Ну, ёшкин ты кот. Ну-ка, вот так вот ближе. На коротком поводке мы сейчас попробуем их поймать. Подходил же один, укололся и ушел.
Ладно. О, видите, подо льдом сантиметров 20, не больше. А рыба есть. Говорю, она походу живет там, где выдра ее достать не может. Ладно, оставим, попробуем. К той удочке схожу. Ловись, рыбка. Клюет. О, молодца. Энцкадан. Настоячку не хочет. Хотя у тебя сейчас настоячку же, да? Угу. Красивая картина. Посмотрим и трофейного. Роман все-таки поймал его. Да, он чуть удочку не порвал, да. Да вот это ты был, наверное, да? Ну, что ты? Зародыш, ёшкин кот. Оп, давай, давай, давай. Зови, зови, зови папу. Скажи, папа, я здесь. Мама, бабуська. Скажи, помогите. Бабушка, я смотрю на Коми рыбака. Скажи. Всем расскажет, что Коми рыбака видел. Вот, видите, он на нас смотрит. Не ушел, что ли, из удочки? Нет, сидит, балдеет, смотрит, как лягушка. Кручу, верчу, намутить хочу. Кыш-кыш-кыш-кыш. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Потерялся, бедолага. Да там твоя родина, там. Во, вали, вали. Давай, 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 давай. Давай. Все, ушел. Ну, теперь бабушка должна, ты мне должна теперь. Внучка мы отпустили. Иди на разборки. Не хочет. Ладно. Пойду буранусь, расшугаю это лягушачье хорюзовое болото. Ну вот и все. Походу стайку выловили. Так, у меня на счету 4. У Ромки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13 штук. Побурились выше, слева, справа немножко. Все, отрубило. Как все хорошо началось, так все быстро и закончилось. Так что долго времени не будем терять. На всякий случай еще раз схожу, прогуляюсь по лункам пробуренным. Все-таки 20 лунок пробурено. Зная, что там рыбы нет, все равно я пройдусь. Это мы можем. Это просто я вспоминаю, вот каким трудом мы эти лунки бурили вручную. И каждую лунку ты по сотни раз обкидывал, если пробурил, столько труда вложил. Что сейчас до сих пор мне вот это в памяти осталось, и пробурены лунки просто так. А лед-то с песком, видишь? Лед зашугованный. Лед с песочком. Это очень плохо. Мы сейчас ножи так быстро очень посадим. Тишина.
Так что до первой поклевки, не знаю, будет, не будет. С чертовой дюжины это выйти надо все равно. Пройдусь еще, прогуляюсь по лункам и поедем дальше. Здоровый бычара, какие здоровые лосиные следы он. По-любому это бык прошелся, он бац, 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 свежаком. А он, не знаю, берет, камера не берет. Все деревья погрызаны вон. Кору сгрызали они, зимнюю промерзшую кору. Это что у нас, черемуха, наверное, да? Вроде бы да. Черемуховую кору они, получается, тоже любят, не только рябиновую. Лосей хватает, Янскадан, хорошо. Жалко только лицензию на них не достать. Так бы с удовольствием можно было поохотиться. Не хотят. Видать, стайка, чтобы была, вытянули, и все. Кончилось, надо переезжать. Пробурили еще один перекат. Ну как перекат? Плюс, глубина разная. Отмели до глубины. Тут все свал. Поклевки здесь тоже раньше бывали. Я прошелся нифига, Ромка одного поймал. Средненького. О, здесь уже мелко. Ну, видать, одиночка была, не стайной. Потому что минут 15-20 уже рыбачим, и поклевок больше нет. Он решил своего дельфинчика плавать научить. Говорит, лень нести. Доплывай, говорит, до сумки сам. А мы вот так вот бегали за Харизом. Вот когда воды много, по колено, он сорвется, и потом мы за ним где-нибудь к берегу гоним, чтобы поймать его. Такое тоже бывало. Там больше воды, иди туда. Он по течению идет. Ладно, не издевайся, бери, да поехали. Здесь нету здесь рыбы. Одного где-то нашел залетного. Оп, нет, есть. Есть еще. Не один. Еще один, оказывается. Опять сломался. Это уже красивее. Вот, когда не зря остановились, не зря бурились, просто не там бурились. А выше у нас мелко, да, там вроде было? Ну-ка, еще будет, нет? Зашевелили. А? Он активнее плавает. Быстрее я научился. Сейчас уплывет нафиг. А там дальше кочка все равно не уйдет. Садок. Я даже на 2 штуки согласен 20 лунок пробурить, если на то пошло. Ну, 14-15. Половину вчерашнего уже поймали. Только вчера крупнее были, да? Еще не вечер? Ну и уже не утро. Что стоишь, играешь, рыбач? Здесь клюнуло, можно пробуриться, наверное, здесь, допустим, чуть выше, почаще сейчас можно. Может, еще поклюет что-то, нет? Если 2 клюнули, может, еще что-то есть. Или что, или поедем дальше? Дальше надо, время. Ну, поехали. Во-первых, что я еду. Во-вторых, ну, нет таких мест, что где ловилось. Смотри, что это, лоси, да, или бобр? Бобр, наверное. Здесь возле дерева аккуратнее, льда может не быть возле дерева.
Вон. Видите, да, как вот все съедено. Это бобр, это не лоси. Бобр перегрыз березу. Ну я понимаю, уронил, а здесь-то зачем он грызет, блин? Зубы точит, что ли? Вот скотина серая, блин. Все вот так вот роняют, и потом вот завалы эти образуются. Возле берега открыто, Ром. Так, ну чё? Рыба здесь у нас была раньше. Рыба здесь у нас была крупная. Думаю, и на этот раз без рыбы мы не останемся. Давай, Господи, благословен. Ударь. Бей. Бей, бей, не жалей. Здесь уже удочку не воткнешь. Снега нет. Придется с одной удочкой бегать. Сразу удара не последовало. Как это не воткнешь? Ну, вот воткнешь, как воткнешь, так и уйдет. И сразу удара не последовало. Но это еще не диагноз. Вверх тоже сделай до березы пару лунок. Нет, вот до той березы я имею в виду. Приятнее, да, чем руками? Рыбка, рыбка, скоро май. Рыбка, рыбка, ну-ка растай. Эта береза уже, не знаю, 3-й или 4-й год так лежит. Вот верхушку обломала. Мы как-то даже здесь сено поджигали, куча сена было, и не уносит, корни хорошо держат. Неприметная эта береза. Рыба здесь была раньше. Но мы в этом году уже убедились, что там, где была рыба раньше, не факт, что она в этом году там есть. Так что, может быть, и не поймаем. Ну, наконец-то. Подошел к концу еще один день. Это, наверное, уже предпоследний день. Завтра будем выезжать. Роман Геннадьевич сегодня у нас приготовил супер блюдо. Вот такой котелок солдатской каши. Каша гречневая с тушенкой. Классика жанра. А еще у нас на столе на рыбалке, да без рыбы. Вот. Сегодня мы ели рыбные консервы. Вчера ели соленого окуня. Ну, каждый день ели соленого окуня. Ну и что? На рыбалку, говорит, рыбу нельзя брать. Рыба к рыбе. А сегодня мы будем есть вот таких вот помельче. Выбрали хорюсков, которые быстрее просолятся. Сейчас. Вот. Вот такая, не видно ничего. Не видно. Фонарика сейчас включим. Вот такая вкусняшечка. Это хариус малосольный, которого мы сегодня утром засолили. Держи. И вот опять же у нас шикарная вот такая красная икра. Тоже сегодня утром засолили. Вчера мы сделали большую оплошность. Понадеялись. Читал пока?
Понадеялись на мороз, что-то вроде холодать начало туда-сюда, в итоге не похолодало. Сегодня, кстати, у нас 1,2 градуса тоже выше 0. Ну, не похолодало, рыба, естественно, не замерзла, ничего. И пришлось, чтобы рыбу не испортить, пришлось чистить утром. Она, чтобы не мягкая была, нормально все. И мы часа 2, получается, потеряли, пока почистили, пока помыли, пока посолили. Потеряли 2 часа. За это время можно было заниматься рыбалкой. Но что наше, то наше. Мы успели порыбачить. Пробились на новые места. Правда, одно место, которое я искал, где мы ловили щуку, которая позапрошлый год с Иваном Григорьевичем перекусывал. Одну мы поймали, а там 2 еще осталось. Было, по крайней мере, 2. Сейчас не знаю. Я не нашел это место. Что-то проезжали, пролетали, так и не нашел. Вот. А завтра, я не знаю, туда доберемся, нет. Вы сами сегодня все видели, какой опасный лед. Ну, чтобы то ни было, мы дневной улов побили, рекорд. Сегодня мы поймали 42, вроде бы, 42, да. 42 хариуса. И крупные тоже были, и хорошие. И вот, опять же, кушаем сегодня свежепросольный хариус. Малосольная икра свежая. Ну и кашка. Рыбацкий, к сожалению, закончился. Немножко не рассчитали. Вот. Что-то маловато. Мы взяли на 3 дня, а остались на 5. Это 5-й день получается, да, у меня? Ну ничего страшного. Завтра приедем домой. Вечерком. Опять же, под рыбку жареную, под рыбку солененькую. С охотки сейчас будем. Каждый день у нас будет рыбный день. А сегодня у нас еще есть немножко пенного напитка и ваше здоровье. Порезать может, нет? Не знаю. Или так, по старинке. Жили голодно, жрать было нечего, приходилось давиться красной икрой. Вот такую красоту. О, она ж как золото, как, не знаю, янтарь, я не знаю, что, не знаю, с чем сравнить. Вкусняшка. Что, ты не будешь есть? Кого-то труднее. А шкуру? А, шкуру буду. Научился. Раньше он шкуру хариуса не ел. Выкидывал. Я говорю, не порть рыбу. Вот сначала шкуру снимаю с него, себе оставляю. Он ел хариуса без шкуры. Я ему объясняю, говорю, хариус, шкура хариуса самое вкусное, что есть. Она жирная, особенно у крупного хариуса. Вот, не ел. Теперь понял вкус. Че, мало соли? Мало, но нормально. Не совсем пресная. Подсолилось, да, немножко? Ну, с утра, что, тем более я немного не солил, я специально посолил мало, чтобы рыба была не сильно соленая, а слабо соленая. Просто мы сейчас приедем, ее уже ничего не надо готовить, прямо сразу в морозилку. Может быть, даже завакуумирую. И потом надо, достал, разморозил или строганинку, или что, поел. Надо пожарить, пожарил, а вот солить уже не надо, она все готовая. Приедет уже в готовом виде, не надо. У нас кишков только стало вот больше половины 5-литровой бутылки, наверное. Кишки тоже не выкидываю. Отвезу собаке. Собака очень любит харизовые кишки, потому что там и жир, и печенка. Язевую икру, допустим, собака не ест. Икру, говорю. Кишки. Потроха. А харизовые едят все. Потому что харизовые потроха ставишь варить и сверху вот так вот рыбьего жира.
с кашкой перемешиваешь, и собаки лук едят только так. Хотели, я Ромке предлагал, говорит, давай пожарим. Он говорит, не чистите. У нас же, говорит, есть соленая рыба, говорит, малосолку. Малосолку, так малосолку. Придется, наверное, выезжать, вывозить все. И на этот сезон, наверное, придется попрощаться с речной этой лечкой. И так спасибо. Порадовала этот год поклевками. Но трудовая рыбалка. Очень много надо ездить, очень много мест менять, очень искать. Как бы есть такие места, что где раньше ловилось, там ни одной поклевки не было. Где-то есть, где-то еще осталась рыба. А икра успела процелиться? Такая малосольная. Зуба эмаль сломалась, открытый нерв, и от холода болит зуб. Надо будет приехать зубной сходить. Иначе будет беззубый кумир рыбак. Слишком ранняя весна. Не то чтобы ранняя, надо было. Надо было, чтобы постояло тепло, чтобы это все растаяло дня 4. Но потом нужны заморозки, чтобы это замерзало все. Чисто теоретически должны прийти еще. Ну а что толку, если выгонит уже все, дороги нет, льда не будет, перекаты откроются. Сегодня сам видел, что творилось. Слева-право. Тебе надо было с твоей стороны, наверное, снимать с камерой, как я веревкой, чтобы наглядно это видно было. Страшновато было, но перестраховался, обвязал себя полностью веревкой и пошел. Верхний слой протыкается, снизу чувствую, что-то есть вроде бы лед. А какой толщины там лед или каша там, я не знаю. Возможно, бы верхний, если провалился, а снизу уже там эта каша тоже, ну не знаю, обошлось и обошлось. А завтра уже там, не знаю, проедем, не проедем, кто не знает. Вот. Кетонат у нас уже осталось 33%. Вчера, пока Ромины мощные эти аккумуляторы позаряжали, он подсел неплохо. Сегодня посадили 3 аккумулятора. 2 своих и 1 Ромкин большой. Набуривали уже ручным. А еще я люблю харюзовую голову. Очень вкусные. Вот Рома выкинул, а я ем. Особенно вкусные мозги и глаза. У меня отец тоже любил голову. Он умер когда в 72 года, и в последнее время у него лет 10, наверное, уже зубов вообще не было. Он возьмет вот голову и выплевывает, короче, одни кости. Мяса нет там. Идет с нами. Мне тоже нравится. Голова. Мозги. Мозги, да. Мозги, глаза. Вот кто-то на меня, может, смотрит сейчас уже как на дурачка. А ведь многие люди вот именно любят голову рыбью. Напишите в комментариях, кто ест рыбью голову.
Рома не ест. Я писать не буду. Голова посолилась. Ребра тоже. Спинка еще красновато. Он сейчас стоит твоей головы. Одни кости. Что, Роман, доволен? Конечно. Успокоился, морда красная. Вроде солнца-то не было 2 дня. Первые 2 дня были. Ну, а представляешь, если 4 бы дня были. Как угольки бы уже были, наверное. А то все подумали, потому что мы на море гоняли. Губа обветрилась, вот, или что-то болит губа. Отсохла, наверное, выпила. Хорошо, еще дождя, снега не было. Спасибо. Со снегом бы, если снега навалило, я бы так, наверное, не ездил. Все равно я стараюсь ехать как бы по лосиным следам. Если лосиный след есть, даже хоть старый, я как бы более-менее уверен. А когда чистить теляки, следов нету, уже жим-жим. Хотя, посмотришь на этот осенний свет, ось только и ходит туда, где езда нету, как будто бы. Открыто, ну. Там провалится, тут провалится. Проваливался тоже, ну. Может, специально, чтобы воды попить. Ну, наверное, тоже. Это мелко, он выйдет, где мелко на перекатах, а где глубоко, наверное, тоже тонут. Не тонули бы, в лед бы не мерзали. Что-то чайник зашипел. Ну что, сегодня долго болтать, наверное, не будем. Отвлекать, сейчас покушаем, поужинаем. Раньше ляжем, сегодня долго болтать нечем и не с чем. Раньше ляжем, завтра раньше встанем. И еще у нас один день рыбалки, так что увидимся завтра на канале Кумир Рыбак. Пока еще на лесной речке. Долгожданная рыбалка. Ну, не то чтобы короткая, а одна получилась. 4 дня. У Ромки с выездом, у меня без выезда. У меня 5 получилось даже, получилось. Пролетели как миг. Все здорово. Мне понравилось. Это самая, пожалуй, любимая рыбалка, самая вот эта лесная атмосфера, лесной речки. А когда крупный хариус еще идет, лунку сопротивляется. Но сегодня увидел тоже, ты как сопротивляется хариус. Ну вот. Вовремя поменяли мормышку, так бы она порвала у тебя. Да, был может достать, как обычно достал сразу, он бы не успел понять. А что-то начал медлить, там такой, ай, я попался, давай хвостом там прятаться. Рвут еще как рвут. Ладненько, все, друзья, до завтра. Бурвой. Увидимся завтра на реке. Обязательно. Ой-ой-ой.